Ну, я на правах хозяина этого офиса хочу, во-первых, всех поблагодарить, что отозвались. Сегодня пришли на такое своеобразное заседание. И я хочу сам представиться. Моя фамилия Набиев Жалгашта Жуланович. Вот в 1989 году я организовал тогда еще при советское время. Сегодняшний наш президент был председателем Совета Министров. Вот с его одобрения, поручения я регистрировал внешнеэкономические ассоциации Казахстан Коммерция при Министерстве внешнеэкономических связей СССР. В 1995 году эту организацию, как волна была приватизировали, и я вот и с того времени, то есть с 1989 года возглавляю эту компанию, которая сегодня акционерное общество. Сегодня я являюсь председателем совета директоров. Вот. Поэтому, как вы видите, я производственник, вы в основном здесь 99% творческие работники, поэтому многих из вас я не знаю, в смысле не встречались, но по вашим публикациям, по книгам, многих я вас знаю. Меня вот попросили несколько человек, здесь присутствующие, создать вот такое собрание как-то единомышленников, так как я слежу тоже за такими публикациями, и вот я очень рад, со мной из вас встретиться. И я кратко хочу по поручению этой маленькой группы вот вступление сделать, тем самым, естественно, как я говорил, я не творческий работник, поэтому это, можно сказать, конспект, который я люблю делать, когда какая-то статья или книга нравится. Вот из этого конспекта, в основном вашей же публикации, к этой теме. Это вот в последнее время интеллектуалы наши, писатели, журналисты много пишут вокруг этой темы, вокруг государственного устройства. Вот, мне нравится высказывание такого писателя Канат Кабдрахманов, Мубарак Балтабаев, здесь вот сидит Нурлан Амрикулов, Арман Марматов, молодой парень. Наше время – это время доминировано мировой цивилизацией и глобализацией. Как известно, цивилизация – это порядок жизни, который устраивает все населения страны. Цивилизация предусматривает, что всем было комфортно жить в этой стране. Или по-другому, состояние общества не чреваты внутренними конфликтами и устойчивые перед угрозами извне. Построение в 21 веке цивилизации благодаря этническому доминированию, моноэтнизации страны, беспочвенная надежда. В этом смысле современный многонациональный Казахстан – уникальный образец для строительства национальной модели цивилизации, что в перспективе став мирового класса народом. Построение отечественной модели цивилизации – это результат деятельности национальных интеллектуалов, отчетливо видящих цель своих устремлений. Многонациональное население Казахстана не проблема, а по выражению Арнольда Тойнби – цивилизационный вызов. Как мы ответим на этот вызов, так и мы заживем.
Если сумеем достойно ответить, то сможем стать народом мирового класса, а напротив, не сумеем, если примитивизируемся до состояния исторического рудимента. Проблема большого числа русских в Казахстане – это не столько проблема этнического многообразного населения, сколько проблема необходимости трансформации казахов в так называемый государствообразующий народ. Что это значит? Это значит, что мы, казахи, добровольно приняли роль старшего брата. Это значит, кому достается роль старшего, он всегда жертвует чем-то чрезвычайно важным в пользу других. В данном случае государствообразующий народ способен создать для всех категорий нетитульной национальности комфортные условия проживания. Они должны ощущать, что имеют равные с казахами права в карьерном росте, как на госслужбе, так и в бизнесе, обучение своих детей и других сферах жизни. Как известно из мировой истории, великие цивилизации создавались одновременно с рождением великих религий. Индуизм и буддизм породили цивилизации Востока. Зороастризм дал жизнь персидской цивилизации. Религия Христа стала основой современного Запада. Ислам породил халифат и мусульманский мир. Большие религии возвышали духовное своих подданных и снижали предрассудки племенного сознания. Новое европейское время, наступившее после Средневековья, переместило акценты с религиозных на гуманистические. Ценности божественные стали уступать ценностям разума. Что все это значит для нас? Мы проявляем глупость, стараясь в 21 веке вновь стать людьми племенного сознания. Многие вещи в настоящее время происходят неосознанно, из-за чего приобретает причудливую форму, порой преступного характера. Комплекс неполноценности, как и бессознательный, может не осознаваться, но, тем не менее, реально существовать. Вот Нурлан Амиркулов, здесь, который сидит, пишет, что причина нашего чувства неполноценности кроется в кочевой цивилизации, кроется в кочевой цивилизации и культуре, как таковой. Именно она была заклеймена миром западной цивилизации как варварство и дикость. Подлинный не может быть постыдным и низким, чтобы от этого страдать и переживать. А номадство было безальтернативно подлинным способом существования на просторах Евразии. Мы тысячами детей связаны со своими предками номадами. Как писал Нурбулат Масанов, сохранились некие реминисценции, воспоминания о прошлом, тенденции виртуального возврата к прошлому. Но самое главное, сохранилась традиционная культура. Вроде бы произошло оседание, но в ментальности сохранились переживания традиции кочевого образа жизни. Поэтому наши достоинства и недостатки лишь продолжение привычек и черт характера предков-кочевников. Сегодняшние взятки, откаты, рейдерство, плата за крышу и так далее, реалии современной жизни, та же самая бармта, казахи все понимаете, это можно сказать грабеж в переводе, но в новом обличии. Судя по тому, что коррупция день от дня матереет, бармта прочно поселилась в наших мыслях и делах. Тысячелетиями для кочевника бармта была не просто банальным воровством, она была иногда способом восстановления попранной ранее справедливости и решения социальных вопросов, возможностью показать удаль, смелость и отвагу. К сожалению, сегодня воровство стало синонимом успешности, избранности, ловкости и признаком ума. Носители кочевой психологии, оказавшись не по своей воле оседлые, испытывают некие трудности, природа которых никому, иногда даже самому носителю, неведома. И кроме самого себя, помочь ему никто не может, поскольку не знает, о чем вообще идет речь.
Налицо противоречие. С одной стороны, надо сохранить в себе кочевую психологию, чтобы не потерять идентичность, а с другой примирить ее с оседлостью. Как выйти из этой ситуации? Каким образом мы, оставаясь в душе номадами, должны избавиться от некоторых черт характера, привычек и отдельных психологических комплексов, которые вошли в противоречие с оседлым образом жизни? В конце прошлого года опубликована была в еженедельнике «Дат. Общественная позиция». Статья очень мне понравилась, Мубарак Балтабаева «Сотворение казахского чуда. В поисках национальной идеи». Вот я высказыванием оттуда хочу закончить. Одновременно казахам надо с утроенной энергией по сравнению с теми, кому никогда не приходилось так круто менять образ жизни и существования, впитывать общемировые цивилизационные и культурные ценности и достижения. Рано или поздно два этих начала. Первое – кочевая психология. Вторая – питанная плоть и кровь подлинные общемировые ценности дадут мультипликативные эффекты, которые назовут казахским чудом. Есть пример такого чуда – возрождение Японии после 1945 года. Как известно, японцы долго жили по самурайским законам. Значит, и психология у них была самурайская. Но военный крах заставил японцев пересмотреть многое, в том числе и самурайскую психологию, и быстро трансформировать ее в соответствии с вызовом времени. Параллельно питали, переварили и применили у себя лучшие достижения западноевропейской цивилизации. Эти два начала, трансформирование самурайской психологии и западноевропейской ценности, были основой японского чуда, которое было сотворено за короткие 15 лет. Конечно, в некотором отношении японцам было легче, и не пришлось из Авля перевоплощаться в Каина. Да, и самурайство без крайности близко к рыночным требованиям. То есть культивировало в людях дисциплину, честность, порядочность, трудолюбие. Но с другой стороны, в Японии нет полезных ископаемых, да и земля кот наплакал. Кочевая психология менее созвучна требованиям рыночной экономики. Нам будет труднее. Это мы ощущаем уже 20 лет. Богатые недра и обширная земля – великие блага и повод для гордости. Но национальный человеческий фактор – нечто совершенно иное. Он вне конкуренции и сравнения с чем бы то ни было. Но все равно казахскому чуду быть. Таково неумолимое властное требование времени и глубинные стремления души и духа потомков номадов современных казахов. Как он в конце, значит, своей статьи сформулировал казахские национальные идеи. Вот его казахи, рожденные Авелем, ныне вынуждены жить Каинами. Преодолевая недостатки преимущественно ментального плана, они вскоре приторочат к богатствам своих недр и шире степи качественный человеческий материал, в основу которого была, есть и будет психология номада, облагороженная неустанной творческой работой над собой, подлинными ценностями западноевропейской и мировой цивилизации, что даст мультипликативный эффект по всем направлениям жизнедеятельности в Казахстане, который назовут казахским чудом. А сакрально это будет означать примирение первобратьев, а значит и восстановление всех видов справедливости, дружбы и равенства внутри и между всеми народами нашей страны. Вот так он сформулировал свой вариант национальной идеи. Поэтому вот это вступительная речь очерчивает, как говорится, тему сегодняшней нашей встречи.